Здравствуйте, дорогие друзья. В Якутске очередной вечер понедельника. И значит, на главном телеканале Якутии очередная информационно-аналитическая авторская программа «Считаю важным». Эпиграф сегодняшнего выпуска. Истинная, законная цель всех наук состоит в том, чтобы наделять жизнь человеческую новыми изобретениями и богатствами. Так сказал когда-то Фрэнсис Бэкон. Этот эпиграф объединит две части нашей программы. Мы вначале поговорим о развитии возобновляемой энергетики в республике, а следом о дне изобретателя и рационализатора. Ну, прежде чем начать разговор, я хочу сделать, может быть, такой маленький исторический экскурс. Первые ветряные мельницы, оказывается, появились в Персии в VI-VII веке нашей эры. И разные новшества подсказали инженерам конца уже XIX века мысль об использовании ветра для получения электроэнергии. Достаточно было соединить ось, вращаемую лопастями мельницы, с осью электрогенератора. И это привело к появлению ветряков, установок для превращения энергии ветра в электричество. Хорошего вам вечера вместе с нашей программой. Телефон прямого эфира 42 38 97. Мы начинаем. Здравствуйте, дорогие гости. Представляю вас. Министр ЖКХ и энергетики Республики Саха-Якутия Гаврил Прокопьевич Левин. Здравствуйте. Заместитель генерального директора по инновациям НИОКР и капитальному строительству АО «Саха-Энерго» Александр Кимович Корякин. Александр Кимович, добрый вечер. У нас сейчас, значит, давайте так, начну с представления. 22 июня в Якутске стартовала 5-я международная конференция о развитии возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке России. Продолжалась она 3 дня, 22, 23, 24 июня. И у нас есть видеосюжет, подготовленный нашими коллегами из службы информационных программ НВК. Давайте сначала его посмотрим, а потом поговорим. По словам главы республики Егора Борисова, развитие локальной энергетики – один из эффективных способов экономить бюджетные средства на завоз дорогого топлива. А создаваемые благоприятные условия помогают привлекать в республику все новых инвесторов. Строить новую энергетику в небольших населенных пунктах начали еще в 2011 году, впервые среди регионов страны. Сегодня в Якутии солнечных станций уже 16, а до 2025 года ежегодно в регионе должны вводить не менее 3 новых. Якутия, как и Краснодарский край, самый солнечный регион Российской Федерации. Вот почему конференция проводится именно в республике. С помощью нашей конференции мы привлекли сюда огромное количество разных компаний. Теперь все знают, что Якутия – это очень хороший регион с точки зрения возобновляемой энергетики, что это пионер по вводу солнечных станций. К Якутии как к потенциальному партнеру в реализации совместных проектов в области локальной энергетики присматриваются дальние и более близкие соседи. Некоторые приехали на конференцию впервые. При поддержке вашего правительства Саха-Якутии очень много сделали в этом сфере. И даже построили самые северные солнечные электростанции. Да? И это тоже оставили нам очень сильное впечатление. Наша коммерческая служба в Москве работала с этими компаниями и с организаторами, такие как Русгидро и правительство Саха-Якутии. Это наш первый визит нашей коммерческой службы здесь. А строительство ветроустановки в Тексе с участием японских специалистов уже вышел на новый практический уровень. В настоящее время в Японии проводится технико-экономическое обоснование этого проекта и подбираются потенциальные участники, которые будут непосредственно с японской стороны осуществлять этот проект с технической точки зрения. Для республики строительство солнечных станций и ветроустановок – это не только привлечение инвестиций, но и, пожалуй, самое главное – чистая окружающая среда. Ну, вот этот сюжет прошел в новостях НВК прямо 22 июня, в день открытия. Вот смотрите, глава республики сказал, конференция для нас, безусловно, очень важна. Это было приветственное слово Илдархана. А вот скажите, пожалуйста, ну, наверное, вы, да, Гаврил Прокопьевич, чем 5-я конференция качественно отличалась от других, от 4-й, может быть, от предыдущей?
Ну да, сегодня на этой как бы юбилейной пятой конференции приняло, ну как бы можно сказать, по отношению рекордное количество участников. 350, и в том числе очень много делегаций иностранных государств. Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии. Мы их часть видели даже, да, представители. Ну и очень большая делегация была это от японской стороны. Это более 20 человек. Ну, это связано, вот как в сюжете, со строительством ветропарка поселка Тикси. Ну и традиционно на этой конференции ключевым моментом, можно сказать, подписано соглашение двухстороннее. Это как бы традиция с крупной российской компанией ООО «Хевел». Это производитель солнечных модулей. Завод находится в Новочебоксарах, это в Чувашии. О совместной сотрудничестве между правительством республики. Мы об этом поговорим еще в дальнейшем по ходу нашей программы. Насколько я понимаю, это же рамочное соглашение. Впереди какие-то шаги еще, да, вот по поводу конечно. этого. А смотрите, какие из вопросов нормативного регулирования отрасли, финансирования проектов, особенностей строительства и эксплуатации объектов в изолированных энергосистемах в наших в условиях экстремального климата можно считать или вы считаете наиболее сложными? Какие это моменты, какие это трудности? Ну вот наша республика одним из как бы первыми, да, в 2014 году даже вот принял закон о возобновляемых источниках энергии в республике, где были обозначены приоритетные направления этой деятельности. Например, это изучение потенциала возобновляемых источников энергии, это стимулирование в части реализации данных проектов и так далее. Вот. Ну и сегодня, ну пока мы как бы до тарифов как бы еще не дошли, но это как бы работа еще впереди, так называемый зеленый тариф. Ну что еще можно сказать? Ну что-то удалось на конференции решить вот из этих вот вопросов, да, самых важных, глобальных? В части нормативного регулирования. Ну, мне кажется, на этой конференции большое внимание, ну вот в частности мы в министерстве в рамках конференции встречали японскую делегацию, это чисто практической плоскости, да, дальнейшей реализации вот, ветропарка. Также приняли участие американская делегация, это представляли фирму Caterpillar. Они предлагают реализовать проект гибридной дизельной электростанции, да, дизель-генератор с солнечным модулем. Так, что еще можно сказать? Сахаэнерго сопровождала японцев в Тикси? Мы не только их сопровождали, мы с ними работали до отъезда. Вот, мы с ними плотно работали по сбору информации. А конкретно акционерное общество Сахаэнерго является структурным подразделением ПАО «Русгидро», Так. вот, и Якутскэнерго. Мы в свое время мониторили, значит, ветропотенциал, значит, в 5 точках нашей республики, в том числе и в Тикси. Поэтому наше сотрудничество, в принципе, началось-то уже давным-давно. Да. Вот, ну и немножко хотел бы добавить насчет первого вашего вопроса. Да, вот сидел тоже думал. Григорий Прокопьевич пока отвечал. У меня была возможность подумать. Значит, самая главная отличительная черта и какая-то способность пятой конференции заключается в том, что у нас есть итоги. Если в первых 2-3 конференциях мы присматривались к технологиям, значит, ну, первый год присматривались к технологиям, второй год ставили в планы, третий год начали реализовывать. Да, ну, 4-й год, значит, у нас какие-то были промежуточные этапы, а вот 5-ю конференцию мы имеем практический опыт.
Ну, это с точки зрения эксплуатирующей организации. Акционерное общество «Сахэнерго» является эксплуатирующей организацией, ну, вами упомянутых возобновляемых источников Источников энергии. энергии. Да. Ну, я добавлю, да, Ага. здесь действительно вырос интерес бизнес-сообщества данной конференции и вообще территории Дальнего Востока по реализации данных проектов. Поэтому скорее наш опыт, да, который показывает, то можно такие проекты реализовать. В частности, из Сахалинской области работала делегация во главе с заместителем председателя правительства Житков Александр Михайлович. Он двумя своими специалистами приехал и плотно отработал, и они еще планируют осенью более конкретными приехать. Здесь, значит, мы показали, они интересуют в области энергоресурсосбережения, Да. поэтому мы показали объекты в Жатае, где у нас стоят дома, которые работают, умные дома с использованием источников энергии, ну и так далее. Да, В да, этом плане, да, интерес очень большой. Можно сказать уже о каких-то сроках в Тикси-да, в Булонском улусе строительства, когда это будет построена ветряная станция, мощность ее в конце концов, какие-то цифры? Ну, сроки уже обозначены. Да. Значит, начало строительства у нас этот год, то есть в 2017 году осенью мы должны совместно с передвижной энергетикой, это структурное подразделение тоже Русгидро, мы должны оформить фундамент, построить фундамент. С будущего года это монтаж и к осени на эксплуатации ветроустановок. То есть запуск объекта планируется в 2018 году. Но существуют определенные проблемы. Проблемы как раз организационного характера. Инфраструктурные, как сейчас принято Нет, не говорить, инфраструктурный, организационного характера, да, потому что передача оборудования будет происходить, значит, между государствами. Значит, мощность станции мы планируем 3 установки по 300 киловатт. Итого общая установленная мощность ветропарка будет составлять 900 киловатт. Насколько это достаточно? Это много? Давайте так просто охарактеризуем. Это много, мало? 900 киловатт? Да. Ну, это, в принципе, около мегаватта. достаточно, да, Мегаватт, 1 да. мегаватт. Ну, например, у нас есть опыт эксплуатации солнечной станции Батагай, Да. которая 1 мегаватт. Значит, летняя нагрузка у нас при порядка, значит, 30. Летняя нагрузка у нас была мегаватт 200 где-то у нас идет. Так вот, установлена мощность 1 мегаватт. Поэтому присутствуют у нас определенные сложности. То, что станция большая и не имеет аккумуляции энергии. У нас присутствуют определенные сложности по, значит, работе дизельной станции. Но в данном случае, по ветропарку, который будет в Тикси, значит, японская сторона совместно с Русгидро и нами прорабатываем вопрос, значит, сглаживания пиков. То есть у нас, по сути дела, должна быть определенная аккумуляция для того, чтобы эти пики, провалы, значит, и нагрузки, и выдаваемые мощности сглаживать. Поэтому мы, наверное, уйдем от такой проблемы, которую мы имеем на СЭС Батагай. Батагай. Да. В рамках соглашения, в дополнении, да, республика приняла на себя обязательство транспортирования оборудования, которое будет поставляться с Японии. Специалисты уже Из Японии. несколько раз побывали, они подберут, соответственно, эту японская правительственная организация по развитию энергетической и промышленной технологий, НЭДО, они должны буквально в ближайшее время объявить конкурс, соответственно, там внутри себя они выберут компанию, кто будет изготовлять, поставлять это оборудование, а наша задача построить фундамент, подвести туда линию электропередач
А сам комплекс будет состоять из ветропарка, из 3 установок, то, что сейчас сказали, аккумулирующая установка и 3 дизель-генератора мощностью по 1 мегаватту. А какими цифрами, вот несколько раз уже по Русгидро было упомянуто, какими цифрами можно характеризовать работу с ними вообще для республики? С ними построено, вот с ПАО Русгидро вообще, да, с разными структурами. Много же чего уже. Что построено, как работает? В смысле, как работает? Ну, то, что работает, понятно, да, хорошо. Работает у нас надежно. Надежно, да. Да. В каких цифрах это выражается? Ну вот, видишь, в сюжете сказали 16. 16. Да, это 1,5 мегаватт мощности Это общая, солнечные. да, солнечные Да. станции. Они, ну вот Багатагайская по проекту, например, вот мегаваттная установка, она рассчитана на экономии в год 300 тонн дизельного топлива. Это примерно 16 миллионов рублей в ценах 2016 года. А это установки, которые тоже в ТИКСе, да, они тоже примерно, ну, технико-экономические расчеты показывают, что 300 тонн. То есть, например, в ТИКСе завозится более 8 тысяч тонн дизельного топлива для выработки электрической энергии. Поэтому эффект будет большой. Дело в том, что раньше вот мы как бы такие опытные установки ставили, а сейчас уже как бы пошла промышленное освоение, эксплуатация вот таких установок. Ну, Гавриил Прокофьевич, я еще добавлю здесь, да? Да. Нам все-таки надо, чтобы окончательные выводы сказать, насколько экономически эффективны станции СЭС Батагай, нам надо хотя бы прожить 1 год. Календарный год прожить. Для того, чтобы уже примерно. А вот ориентировочные цифры, как раз вот Гавриил Прокофьевич как раз у нас и озвучил, что вот 300 тонн ожидается. На самом деле, сколько будет, это еще надо будет посмотреть. Вот смотрите, тоже цитата. Глава республики. Мы пришли к выводу, что на севере Якутии необходимо использовать комбинированные источники энергии. Традиционные возобновляемые источники энергии ветра и солнца. Комбинироваться будет что с чем? Ветряные и солнечные с дизелем только, без газовых пока, да? Но энергоустановок, что ли? Да, ну, конечно, она комбинироваться будет с существующими традиционными ветер с дизелем и технологиями. солнечные Да. тоже с дизельными. Задача стоит вот как раз в экономии дорогостоящего дизельного топлива завозимого. Да, понятно. Да, понятно. вот. Поэтому, ну, соответственно, будет снижаться экономически обоснованный тариф. Ну, с одной стороны, может быть, да, так, а с другой стороны, вот существуют же очень интересные подходы, значит, в гридах так называемых. Это солнечно-ветродизельные станции. Такие тоже присутствуют. Значит, гибридные, так называемые установки, да. Ну и, соответственно, безусловно, все это должно интегрироваться на существующую надежную систему электроснабжения. Это дизельную генерацию. На сегодняшний момент, значит, мы единственный опыт только имеем по автономной генерации. Это поселок Верхний Амга, когда в летний период с апреля-мая месяца поселок Верхний Амга, значит, потребляет чисто солнечную энергию, то есть электроэнергию, которая вырабатывается на солнце. А все остальные системы, которые присутствуют у нас, они все, значит, работают в систему. То есть основной источник это дизельная генерация, а помощь, это поддерживающая. Вот, да. вот об этом, скорее всего, Егор Афанасьевич говорил. Да, естественно. Сроки окупаемости объектов возобновляемой энергетики примерно какие? Ну, они разные. Ну, вот, Александр Акимович, Да, вот подскажете, да? У нас цифры есть уже, да. Потому что Вот у нас мы имеем 16 станций, ну, одну из них крупную, да, вот мегаватт 600, мегаватт 500 там с копейками у нас сейчас, да. Значит, получается, что по тем станциям, которые год уже отработали, и мы уже точно знаем, некоторые 2 года, некоторые 3 уже года отработали, средний срок окупаемости 7-8 лет. Спасибо вам большое. Наше время пролетело незаметно очень. Да, я желаю вам всего самого хорошего. А сейчас на нашем канале один из видов возобновляемой энергетики для канала НВК – реклама.
24 июня в субботу якутяне установили рекорд книги Гиннесса по самому большому числу людей, собравшихся вместе в национальных костюмах. Было зарегистрировано 16 620 человек, об этом сообщалось и в наших новостях, и в разных новостях совершенно. И если так уж говорить об этом рекорде, то один из 4 установленных здесь, в Якутии, вот этот самый массовый. К чему я это? Я к тому, что 24 июня в России отмечался, помимо установления рекорда, День изобретателя и рационализатора. Это профессиональный праздник, который отмечается в Российской Федерации ежегодно в последнюю субботу июня. Установлен он был указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1979 года и получил официальный статус. Последняя суббота июня была закреплена как Всесоюзный день изобретателя и рационализатора. Такую справочку тоже дам, историческую. Считается, что государственное поощрение изобретателя впервые появилось у граждан греческого метрополиса Сибариус. 2000 лет назад, когда изобретатель особо вкусного шедевра кулинарии получал годичную монополию на его производство и продажу. Поговорим сейчас об этом. Телефон прямого эфира 42 38 97. Здравствуйте, дорогие гости. Здравствуйте. Представляться будем уже по ходу программы. Титры будут у каждого, собственно говоря, чтобы времени не терять, потому что времени катастрофически не хватает. Анна Алексеевна, давайте я сначала, может быть, с вами, да? Что такое формула изобретения? Вот да, есть же такая. Есть то такое есть прописанная, да? Что она описывает? И самое главное, кто ее составляет, кто ее должен прописывать? В первую очередь, что такое формула изобретения? Да. Это как раз тот объем прав, на которые претендуют авторы, ну и последующий патентообладатель. Ну, допустим, мы знаем... Давайте далеко не будем ходить, телефон. Да, возьмем телефон. Мы все его знали, мы его крутили диски, мы нажимали кнопочки, и кто-то додумал его усовершенствовать, чтобы вот у нас был сенсорный экран, да. И тогда он пишет телефон, имеющий такие там аккумуляторы и так далее, но имеющий сенсорный экран. Вот это как раз новизна, касаемо сенсорного экрана. Штучка, вот она прописывается формула, то есть известные признаки, неизвестные признаки, на которые претендует автор. Они прописываются в формуле, поясняются следующими пунктами, и уже вот на это как раз и предоставляется государством правовая охрана, которая прописывается, которая устанавливается патентом. То есть патент – это такой документ государственный, который гарантирует охрану исключительного права правообладателя. Понял, спасибо. Тоже маленькая справочка сейчас будет, такая ремарка. В России первый закон о патентах на изобретение, защищающий права изобретателей, появился в 1814 году. А в 1803 году был принят новый закон, предусматривающий защиту технических новшеств от чрезмерно любопытных промышленников. То есть мы сразу тут немножко о внедрении сейчас будем говорить, да, в том числе. Но давайте вспомним немножко, не такое давнее время, недавнее, Советский Союз. Как защищались права изобретателей? Конкретно изобретателей, да? А надо сказать, что... А если говорить о изобретателях и рационализаторах, что по-разному защищались права? Вообще рационализаторство – это не объект интеллектуальной собственности, он выведен. Все-таки рационализаторство, да, это важно. Потому что изобретение – это новшество в технической сфере, да, то есть это достижение нового технического результата. А рационализаторские решения, они как бы шли на несущественную такую доработку, да, даже на полезные модели не тянули, так называемые малые изобретения, и тянули за собой все-таки экономическую составляющую, да? Да. То есть, допустим, можно было к трактору приделать движок отделка, да, и получить какую-то экономию, да? И рационализаторы, они, конечно, поддерживались на предприятиях всегда, поскольку они позволяли предприятию получить существенную экономическую выгоду, да, там, сэкономить часть средств. В Советском Союзе, да, что, скажем так, из негативного, да, повлияло. Патент – исключительное право. У нас же не было такого понятия собственности, да? Так вот, патент, который охранял и защищал исключительное право, имущественную составляющую, он оставался, исключительное право, оно оставалось за государством. Патенты принадлежали государству, Советскому Союзу. Государство их продавало, давало в лицензию, ну, коммерциализировало всячески. А авторам выдавались авторские свидетельства. Наверное, вот Михаил Петрович у нас тоже держатель ряда авторских свидетельств. И они подтверждали его
личные и неимущественные права. Они давали право ему на вознаграждение, называться изобретателем, потом в последующем там заслуженным изобретателем. Ну и там соответствующие такие вот прерогативы какие-то, личные, да, прерогативы давали. Вот. И за счет этого все-таки вот на протяжении 70 лет у нескольких поколений было утеряно вот этот навык зарабатывать головой, да, своими решениями. Потому что это делал государство, да. Но при в всем лице, при кстати, этом, кого? был, да, был госкомитет по изобретательству, они продавали, там как раз, кстати, вот шла такая широкая торговля со странами третьего мира, патентные войны были очень такие острые с западными странами, тому можно даже отдельную передачу посвятить, да? Да, я думаю, вот. Но при этом, да, что хорошо было в Советском Союзе, это даже в наше время отмечают такие вот фавориты западного мира и европейские страны, и Америка. У нас была построена очень хорошая система от изобретения до внедрения на производство. Потому что, вот, допустим, ряд заводов, работающих на определенную сферу промышленности, легкую промышленность, сельское хозяйство, тяжелую промышленность, там, металлургию, они обслуживались своим НИИ, научно-исследовательскими институтами. И решался какой-то вопрос, который был поставлен. Этот вопрос решался, он выходил, патентовался, да, если это было необходимо, дорабатывался в конструкторских бюро. И там буквально на систему стандартизации, сертификации уходило от 2 недель до месяца и внедрялось. И поэтому вот давайте сейчас и будем, начнем уже сравнивать. То есть на этом мы построим, да, программу. Советский Союз с сегодняшним временем. Ну, не Советский Союз с сегодняшним временем, а изобретательство и рационализация там и здесь. Тогда и сейчас. Михаил Петрович, вам довелось подавать заявки на изобретение и в Советском Союзе, и в советское время, и сейчас. Скажите мне, пожалуйста, разницу. Разницу между периодом подачи моих патентов И внедрением, скажем, да? К сожалению, я, по-моему, в советское время не подавал. Так, ну хорошо. В 96-м году мой был первый патент. Это 96-й, это уже Россия. Это Россия. Да. Поэтому... Ну хорошо, давайте сравним хотя бы с 20-летней давностью. Ну, 20-летней давности тогда защита патента была, конечно, слабая. Сейчас каждым годом защита патентов, подача патентов упрощается. И, наверняка, у людей появляется опыт. Ну, как я научный работник, считаю, что любой научный работник, он должен стараться получить патент. А что такое патент? Патент – это научная новизна наших разработок, итог работы любого ученого. Но патент, наверное, это право на коммерческое использование своего ноу-хау, своей инновации. Да? Кстати, вот эти вот слова замечательные. Инновации, ноу-хау. Ноу-хау – это секрет производства, он не патентуется. Секрет производства. Кстати, тоже очень хорошая ремарка. Это тоже один из путей защиты интеллектуальной собственности. Их много. Их можно получение патента, его можно защитить базой данных, его можно защитить вот ноу-хау. Ну как директор ООО, который занимается производством своих разработок, мы эти разработки, эти патенты, которые получили, у нас 38 патентов на изобретение всего. Мы сейчас еще подали 5-6 патентов, ждем решения. Мы на основе своих патентов произвели коммерциализацию. То есть создали ООО, которое занимается разработкой лекарственных средств Республики Саха-Якутия. Почему я говорил, что это патент, это научная новизна? Это в первую очередь, это научная новизна наших разработок. Ну, это понятно. Если этих патентов не было бы, мы свое производство бы не создали бы. Хорошо. Людмила, давайте с вами тоже начнем разговаривать.
В вашем случае, насколько быстро произошло внедрение от разработки до, собственно говоря, вот уже До получения до производства? патента. Да, ну до производства. Ну, от разработки до получения патента, от подачи заявки прошел почти год. Да. 10-12. В 2016, заявку, да, потом? в 2016 подали заявку и вот недавно получили патент. Сложно было? Были какие-то трудности, я не знаю, были какие-то... Или все прошло очень гладко? Ну, были трудности, С конечно. чем связано? Конечно, с получением они ответ отправляют, вопросы отправляют по почте и долго до нас Ну, то есть это доходит. сам вот Да. период прохождения, да? Производство так Ага. называемое. Хотя и есть электронный Ну, способ. ну, это сейчас возвращается. есть, собственно говоря. Почему сейчас? Он и был, и есть. Нет, нет, электронное ну, взаимодействие, оно оттачивается, идет Роспатент навстречу заявителям, и они заинтересованы в ускорении всей процедуры, потому что прекрасно понимают, что чем свежее разработка, тем больше шансов у нее внедриться на рынок и быть интересной потребителю. Уважаемые гости, давайте сейчас вернемся снова еще раз в Советский Союз. Да, конечно, это интересно, на самом деле. Интересно, конечно. Анна Алексеевна, было ли изобретательство в Советском Союзе на мировом уровне? Да? Потому что, ну, как я читал, четверть всех мировых заявок, это, собственно говоря, приходилось на страну Советов. А с другой стороны, из этой четверти были такие, которые, ну, можно считать, только для количества, что ли, да, притворялись в жизнь. Есть две стороны, собственно говоря, консервативная, да, вот так как в Советском Союзе все было хорошо, и в том числе, вот, собственно говоря, вот, то, что связано с изобретательством и рационализацией. И вторая точка зрения, что нет, те заявки, которые подавались тогда, они тоже оставляли желать лучшего. Если вы помните, кстати, фильм «Гараж», там герой Невинного говорил, что он будет привозить макак сюда, в страну, значит, поселять их в Сибири, чтобы они лущили кедровые орехи и складывали их в ящики. Но это тоже рационализаторское решение, надо сказать. И опять же, готовясь к программе, вспомнил, например, я, значит, точнее не вспомнил, а попалось мне такое, значит, я не знаю, это рационализаторское или это авторское, или это, значит, уже там вот такое вот предложение на изобретение. Шахматная доска 9 на 9 клеток с двумя ферзями. Это зачем вообще? Ну, наверное, это кому-то интересно. В части шахматной доски 9 на 9 это можно было бы предложить бы охрану как промышленного образца, то есть внешнего вида Хорошо, изделия, ради бога. оставим Да. тему. Ага. А насчет того, что... Вы какой точки зрения придерживаетесь? Насчет того, что, допустим, было очень много, скажем так, шума, да, как мы его называем, ну, то есть таких заявок, которые не внедрялись. Я могу сказать, что эта тенденция, она и сейчас существует. Ну, во-первых, скажем так, потому что количественный показатель стоит в качестве какого-то рейтингового, да, рейтинговой защиты учреждений, как и образовательных, так и научных учреждений. Ну, у нас был всплеск заявок, кстати, по России в целом, в том числе и по Якутии, пришелся на 2013 год, когда система ФАНО РАН внедряли критерии оценки качества учреждений. Там был одним из показателей заявки. Да, заявки. Поэтому шум всегда есть. Потом здесь тоже надо понимать авторов. Да? Когда ты разработку ведешь, и ты достигаешь не сразу результата конечного, да, а ты к нему идешь ступенька за ступенькой. И, допустим, у тебя на одно решение, ты к нему очень долго идешь, у тебя может быть 5-10 патентов, и только последний в конечном итоге будет коммерциализируем, да, вот выйдет в конечном продукте. Поэтому ситуация-то не меняется. Вот в данном очень случае. интересно, у нас есть набор фотографий небольших, сейчас мы их посмотрим, я прокомментирую первые несколько, а потом они будут просто сопровождать наш разговор. Фотографии советского времени, значит, журнал «Техника молодежи», и все это опубликовано было на ресурсе hightechmail.ru. Ну вот, например, окно будет дирижабль, да, полярный шар. Значит, это дирижабль ветродвигатель длиной 210 метров, который вращается вокруг своей оси и вырабатывает на приколе, когда он стоит, значит, электроэнергию, то, о чем мы сейчас говорили. Это использование газа при добыче нефти. Вот, например, это замечательное изобретение «Стеноход». Это обложка журнала от 1972 года. Вот как в 60-м году в диафильме
о 2017, о нашем сегодняшнем годе представляли, вот вы видите, представляли наше сегодняшнее значит, время. Это будильник, который щелкает по носу, собственно говоря, спящего человека. Вот этот молодой человек бросил в прорезь записку, что ему надо приготовить. Мы дошли пока еще только до мультиварки. Наш Советский Союз являлся провозвестником скайпа, вот в данном случае. Ну и вот над городом медленно плыла летающая станция управления погодой, до чего мы еще не дошли. Кстати говоря, ну, замечательные фантазии, да, вот этот там полярный шар промелькнул, устройство для проживания в Арктике, не тонет в воде и не замерзает. Аж 38 год, 1900. Вот до чего умы доходили. Кстати говоря, может быть, стимулирование мысли самой, да, полета фантазии тогда в Советском Союзе поощрялся лучше. Да, наверное, можно сказать, что это было лучше, потому что сейчас, несмотря на то, что вот исключительное право может принадлежать как и самому автору, да, гражданину, физическому лицу, и в таком случае он у нас остается практически один на один с собой, да, на него ложится задача и поставить производство, и прорекламировать, и найти своих потребителей, да, своей продукции. Ну, и самое главное, подтвердить качество и безопасности своей продукции. Вот на этом этапе еще у многих, да, руки опускаются, особенно у новичков. Не у каждого хватает силы, запала духа пройти весь этот путь. Это вот, кстати, тоже интересно. Сейчас мы это обсудим. У нас просто есть, опять же, иллюстрация вот к тому, о чем мы сейчас говорим. Это фрагмент монолога Сергея Маковецкого из замечательного фильма Никиты Михалкова «12». Давайте посмотрим, а потом продолжим разговор. Извините. У меня была жена. Слушайте, давайте про жен потом. У меня две было жены. Подождите. У меня была жена, я ее очень любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. Вегетарианец. Да, подождите. Я ее очень любил. В Чертаново у нас была крохотная комнатка, практически без мебели. Нам даже приходилось обедать на полу, потому что не было обеденного стола. Я был младшим научным сотрудником в одном физическом НИИ и разрабатывал одну свою идею. Поэтому жене приходилось работать на 3 работах, чтобы как-то сводить концы с концами. Короче, я изобрел один новенький тоннельный диод. Это сложно объяснить. Меня в институте похвалили, дали премию в 50 рублей и предложили заняться чем-то другим. И вот я принес домой результат своих 3-летней работы, 50 рублей. Жена посмотрела на меня таким взглядом, как смотрит на... Одна западная крупная фирма мне предложила мне выкупить мой патент за большие деньги. Но я хотел, чтобы здесь у нас это работало. Я ходил по всяким инстанциям, я предлагал. Мне говорили, очень здорово. Это никому не нужно. Никому. Мне говорили, очень здорово. Это никому не нужно. Но это, наверное, все-таки герой Маковецкого вспоминает о годах начала перестроя, о начале 90-х годов. Когда разваливалась когда все это, система и изобретательство, разваливалось, менялось, по-другому можно обозначить. Узнаваемо? Абсолютно узнаваемо. Это возможно и в настоящее время. Меньше, больше. Мы с этим сталкиваемся? Конечно. Конечно, сталкиваемся. И наши изобретатели сталкиваются с этим, потому что нужно доказать, найти инвесторам доказать, что это решение им необходимо, оно принесет им выгоду, да, а инвесторы — это деньги, это коммерческая выгода, это должна быть окупаемость, но не каждый умеет это делать. Хорошо. То вот еще, что существовало в Советском Союзе НИИ при заводах, НИИ при производстве. А насколько это было хорошо и интересно? Это было хорошо, поскольку это решало конкретно проблемы это конкретной же отрасли. Опять. Это же не... Ну, надо сказать, что даже в наше время хорошо работают те решения, внедряются, которые работают на систему. Допустим, в Якутскэнерго есть свои изобретения, в системе Саханнефтегазбыта есть свои изобретения. Они их придумывают, они усовершенствуют свою работу. И, кстати, вот одним из образцов вот той старой системы, которая у нас очень удачно работает в республике Саха-Якутия, является КАО «Росо-Якут-Днепроалмаз». Все, заканчиваем этот блок. Вернемся в студию через 2 минуты. Реклама не наше изобретение, но мы сейчас им воспользуемся.
42 38 97, телефон нашего прямого эфира. Мы продолжаем разговор, который посвящен 24 июня, Дню изобретателя и рационализатора в России. Мы начали говорить о том, что давали НИИ, которые работали при том или ином производстве. Ну, скажем, ведь при ВАЗе наверняка ведь были НИИ, которые разрабатывали кузовы, рисовали, колесики машинкам, делали новые модельки. Они внедрялись через 10 лет, когда все это устаревало. Чем эти НИИ были лучше, чем что-то другое? Хотя, наверное, я, наверное, собственно говоря, взял не очень показательный пример. Да, Может быть, наверное, может быть, были НИИ, где это все быстрее просто внедрялось. Ну, конечно, да. это все внедрялось быстрее. И, скажем так, те сферы производства, где шло такое открытое соперничество Советского Союза с западными странами, да, нам нужно было больше угля добывать, больше газа добывать. Да, больше в космос запускать. В космос запускать, конечно. Там, где был интерес государства, конечно, и разработок было больше, и внедрялись они быстрее. Ну, автомобили, тем более, как ВАЗ, это же для народа, как говорится. Они и так вот да, поездят. кстати, зачем экономия? ВАЗ, например. Это же итальянский модель. Да, это сейчас они уже более ориентированы на потребителя. А вот, кстати, да, вот чем можно характеризовать изобретательство и рационализаторство, допустим, в Советском Союзе и в странах Запада? Тем, что у нас это... Точнее, я так скажу, там это делалось для людей, для потребителя, для конечного потребителя. У нас это делалось для завоеваний страны. У нас это делалось для эфемерного народа, а там для конечного потребителя, который за продукцию голосовал рублем. Давайте я к Людмиле опять перейду, потом, собственно, к вам. Людмила, а при вашем производстве существуют ли такие научно-исследовательские, ну, скажем, центры, да, которые выполняют функцию того, что было вот НИИ в Советском Союзе при каких-то производственных мощностях? Да, у нас есть своя лаборатория, и мы, технологи, там создаем свои новые виды красок, составы, сырье свое. У нас там... А насколько часто получается что-то, какую-то инновацию внедрить? Модернизировать что-то, я не знаю. Модернизировать мы можем каждый месяц. Любую краску мы можем менять каждый раз. В производстве? В производстве, да. Но сначала в лаборатории, потом в производство запускаем. Это придумываете в том числе и вы? Да, мы придумываем сами. Сколько человек работает в качестве мозга производственного? У нас два технолога. Два технолога? Да. Ну, собственно говоря, вот вы все и еще... и придумываете, получается, да? Получается, да. У вас как, Михаил Петрович? У нас в лаборатории работают, в двух лабораториях работают 7 кандидатов наук, 2 доктора наук. Вот у нас, кстати, есть слайды, иллюстрирующие вот вашу работу. Да. Ну, самый, конечно, главный, конечно, я, потому что я руководитель этого проекта, я руководитель и научно-производственного центра, поэтому эти все 38 патентов писал я собственноручно, поэтому это вот плод моей головы, моих исканий. Ну, конечно, мои ученики, это 13 кандидатов наук, 13 кандидатов. 3 доктора наук, которых я обучил и дал дорогу. Они с нами вместе работают. Существует ли сейчас та проблема, которая существовала, ну, например, в том же самом Советском Союзе, когда, ну, я ее назову так, элегантно, проблема соавторства? Когда какой-нибудь большой начальник не хочет пропускать значит, работу, потому что маловато еще для изобретения, давай-ка меня в соавторы впишем. Ну, наверное, Михаил Петрович лучше. Ну, конечно, такие-то попытки наверняка они и будут, они и были, они и сейчас есть, а почему бы нет-то? Хотя они... Хотя это решение каждого автора, включать или своего руководителя, это соавтором. Многопланово. Да. И самое главное, это наука, есть у нас, мы же бюджетное учреждение, у нас есть, и вот у нас есть, был Госкомитет же ведь, да, по инновационной политике и науке. Они
делает заказ на науку. А этот заказ на науку должен предусмотреть обязательно получение или патентов, или базы данных. А этого, по-моему, в нашей республике поставлено очень слабо. А проверка заявок как поставлена? Проверка заявок, вот Академия. Да, я обращаюсь. Дело в том, что мы не проверяем заявки. Заявки на что? Они Заявки помогают на просто. изобретение. Да. Мы их помогаем составлять. Центр интеллектуальной собственности помогает составлять эти заявки. Мы помогаем вести переписку с выдающим органом. Да? А это Роспатент, это город Москва. Естественно, что мы ничего не проверяем. На местах никто не проверяет, никаких формальных экспертиз не проводит. Конечно. Да. Это Мы делает помогаем Роспатент. составлять эти заявки, вот как мы с чего мы начали беседу, да, Да-да-да, формулировать что эту такое, формулу да, формулу изобретения, изобретения, да. составлять описание, рефераты, там, собирать материал для той же базы данных и программы ЭВМ. Они Вот так помогают в проведении патентного поиска. Да, Это самое самое главное для получения, для оформления патента. То есть мы должны найти аналоги, сравнить и потом сказать, что наше изобретение лучше тех изобретений, которые есть. Вот это Кстати, есть по элемент пути, по новизны. пути поиска аналогов и в Советском Союзе пошли очень хорошо в какое-то время. Помните, да? Нет, это требование, собственно говоря, еще с 15 незапамятных. века, да, что при написании ты указываешь уровень техники, то есть что до этого существовало и что вы улучшили. Хорошо, очень немножко времени остается. Как вы считаете, как можно определить место Якутии в Российской Федерации по, ну давайте хотя бы, по количеству, да, поданных заявок на изобретение? Ну, Подаваемых. Да, подаваемых заявок, да. Дело в том, что наши заявки в общей массе Российской Федерации занимают незначительное место. Допустим, на изобретение у нас там даже меньше 0,5%. Но хочу сказать, что большую часть, практически 50%, перетянул на себя Центральный федеральный округ, да, и в частности город Москва. Из почти 26,5 тысяч заявок, поданных российскими заявителями на изобретение, только 14 тысяч пришло из Центрального округа, и почти 9 тысяч это город Москва. У нас этот показатель такой, для нашего региона мы держим 4-е место. Скажем так. По Дальнему Востоку, вы имеете в виду? Да, по Дальневосточному округу. У нас есть звонок, давайте примем его и продолжим разговор. Будьте добры, вы в эфире, задавайте вопрос нашим гостям, пожалуйста. Алло. Да, алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, у меня вот один вопрос. Просто если молодой изобретатель что-то вот изобрел, и он может перепрыгнуть все какие-то вот эти препоны наши, да, вот российские, и просто продать за рубеж. Конечно, может. Как поступил герой Сергея Маковецкого. Я продал свою технологию зарубежной фирме, да, и, собственно... А фирма купит или нет еще? А вот фирма купит или нет, это вопрос уже... Да, то есть продать ты продашь, да? Да. Если фирма солидная, только нужно в данном он потребует все равно патент. Потому что должен быть патентный поиск. А чем вот это изобретение молодого человека лучше тех изобретений, которые есть? А если он хуже, зачем он будет человеку надо покупать-то? учитывать, что если он гражданин Российской Федерации и будет патентовать где-то за рубежом, минуя Роспатент, да, подачу заявки в Роспатент, но его могут привлечь к административной ответственности. Хорошо, ответ получен, я считаю, очень коротко, буквально. Подскажите, пожалуйста, в каких отраслях или областях знаний в Якутии, в республике подается больше всего заявок, по каким направлениям это происходит? Ну, понятно, что не в ракетостроении, не в машиностроении, где? Ну, кстати, у нас очень много заявок за последнее время пошло по сельскому хозяйству. По сельскому хозяйству? Да, ветеринария, медицина. Это биотехнология. Да, пищевая продукция. Ну и все, что связано с добычей полезных ископаемых, это бурение, горное дело. Да. Вот. Ну, это, скажем так, лидеры. Есть, конечно, еще в строительстве заявки. Ну и, конечно, очень хорошо у нас сейчас идет, начинает набирать обороты. Это IT-технологии, все, что связано с искусственным интеллектом, нейронными системами. Популяризация. Как вы оцениваете ее сейчас, популяризация новаторства?
оставляет желать лучше. Нам бы больше об этом говорить. И то, как была программа, это вы можете, например, с гениальным тогда Владимир Соловьев, Василий Захарченко. Обязательно надо о популяризации патентов, популяризации новизны, новых работ. Надо говорить. Да. Это можно увязать с брендом, сделанным в Якутии? Не любой патент, он имеет возможность коммерциализации. Патентов много. От 10 патентов только один может иметь коммерциализацию. Ну, к сожалению, все. Наше время истекло, к сожалению. Мы продолжим обязательно эту тему. А сейчас мы с вами прощаемся. Прощаемся. И, как всегда, я вам хочу пожелать уверенности в завтрашнем дне. Всего вам доброго. До свидания.